Прошло полгода с тех пор, как вы возглавили МВД. На ваш взгляд, какие изменения произошли в структуре? Удалось достичь преобразования в управлении госавтоинспекции. Много изменений произошло в центральном аппарате МВД, но предстоит долгая и плодотворная работа. По поручению главы государства мы разрабатываем предложение и законопроект об изменении самой системы в ряд направлений. Это в направлении криминальной милиции, в направлении милиции общественной безопасности. Скоро мы представим данный проект. Предстоит еще много чего сделать в системе, потому что с каждым днем, то есть от нас общество требует новшеств, требует нового подхода к работе, и мы стараемся соответствовать и времени, и ситуации, которые происходят в стране. Естественно, есть сложности, это связанные с пандемией, в том числе и с экономической ситуацией в стране в связи с пандемией. Чуть-чуть есть у нас в каких-то направлениях мало продвижения в каких-то направлениях, но мы стараемся, и я уверен, что мы выполним перед нами поставленные задачи президента Республики Абхазия. Вот сейчас вы сказали в период пандемии, то есть экономического кризиса. Можно ли сказать о том, что некий всплеск преступности у нас? Вы знаете, каждый день проводятся милицией профилактические мероприятия, которые на самом деле делают существенный спад преступности в Республике Абхазия. Мы не ощущаем то, что с пандемией есть всплеск, потому что это наглядно видно, в принципе, и по сводкам, которые происходят в стране, и по преступлениям тяжким, особо тяжким. И мы видим, что их, наоборот, в разы уменьшились, потому что регулярно сотрудники правоохранительных органов проводят и рейдовые мероприятия, и профилактические мероприятия, нацеленные на предупреждение преступлений. Если мы этого делать не будем, то, естественно, в связи с пандемией, экономической ситуацией, всплеск преступности, он, скорее всего, будет происходить. Поэтому милиция переведена на особый режим работы. И через сутки люди заступают на работу. Да, сложно, но сотрудники понимают всю ситуацию и выполняют с честью и с достоинством свои служебные обязанности. А можете ли вы сказать, что рейдовые мероприятия, они как-то снизили количество ДТП в стране? Количество ДТП снизили, естественно, рейдовые мероприятия, но надо еще больше работать в этом направлении. Мы планируем, недавно было подписано соглашение между Республикой Абхазия и Российской Федерацией, где увеличивается материально-техническое обеспечение милиции и, естественно, заработный фонд увеличивается. С тем самым мы приобретем много патрульных машин, которые будут направлены в первую очередь на республиканскую трассу. Это и в Ачимчирскую сторону, и в Гудаутскую сторону. То есть уже распределены патрули, которые заступят на свое дежурство в новом году. И вы увидите по республиканской трассе, что везде будут курсировать патрули и отвечать за общественную безопасность. А есть ли планы по улучшению, кроме материально-технической базы, может быть, кадровых каких-то перестановок? Вообще, как-то будет меняться структура в будущем? Какие планы? Кадровые перестановки прошли сразу после моего прихода, и они по сей день происходят. И, естественно, будет меняться и качество сотрудников. С повышением заработной платы мы будем требовать более высшего уровня профессионализма. Я думаю, что люди пойдут на работу в милицию, потому что у нас будут достойные зарплаты. Социальный пакет мы хотим разработать, который привлечет наших молодых ребят, которые окончили вузы, наши университеты и университеты в Российской Федерации. Естественно, мы в первую очередь ставим упор на то, чтобы были качественные сотрудники. Поэтому в этом году очень многие, которые поступали в высшие вузы специализированной милиции в Российскую Федерацию в Абхазии, очень многие не прошли отбор, потому что была создана комиссия, был жесточайший отбор.
И я могу констатировать, что процентов 60-70 не прошли этот отбор. Мы больше ставим упор на качество. То есть мы смотрим на образование, мы смотрим на навыки человека и пускаем уже по направлению. Мы отказались полностью от права телефонного звонка или просьбы какой-то. Мы подходим исключительно из качеств самого парня там, или девушки, которые поступают в данные вузы. И так и проводился отбор. И так и сдавали экзамен. Хотелось бы вернуться к тому, что уже достигнуто, вот если вы не откажетесь, по поводу недавно произошедшего крупного ДТП, в котором погибли 4 человек. На какой стадии это дело сейчас находится? Мной было дано указание, чтобы данное дело взяли с следственного отдела Ачимчирского района в центральный аппарат. То есть данное дело будет вести центральный аппарат следственного управления. Оно находится под моим личным контролем. И в данный момент гражданин Каджай задержан, находится в ВВС МВД Республики Абхазия. И по всей строгости закона мы рассмотрим данное дело, и уже, естественно, суд примет решение. Вы в парламенте были одним из разработчиков закона об ужесточении мер за сбыт наркотиков. Что достигнуто в этом направлении? Как вам известно, недавно Управление по незаконному обороту наркотиков поймало самую крупную партию наркотиков за всю историю структуры. Это 350 грамм метадона. Была пресечена крупнейшая поставка в Республику Абхазия. Были выявлены лица, которые делают так называемые закладки, кто привозит наркотики и кто непосредственно является сбытчиком наркотиков. То есть вся цепочка была задержана. В данный момент проходит следственное мероприятие. Все они находятся в СИЗО МВД. То есть в этом направлении мы, как и говорили, работаем жестко. И надеемся, что и суды пойдут нам навстречу и примут участие в данной борьбе. Я уверен, что так и будет. И мы сейчас проверим на практике, как данный закон действует. То есть данные лица должны понести наказание со всей строгостью закона. Поэтому парламент и принимал данный закон. И мы планируем регулярно проводить рейдовые мероприятия на государственной границе. Вы видели репортажи, наверное, то, что там мы выставляем сотрудников с кинологическими собаками, которые непосредственно обучаются для того, чтобы находить наркотики и оружие. Мы отправляем их на обучение в Российскую Федерацию, то есть мы выделяем на это средства, и это будет происходить регулярно. Мы постараемся на самый минимальный уровень снизить продажу наркотиков в Республике Абхазия. На это нацелено МВД полностью, весь личный состав. А есть какая-то статистика, что уже какое-то понижение или тенденция к понижению пошла? Да, конечно, есть. Я почему пример привел задержание крупных наркоторговцев, потому что весь Афон, Гудаутский район и Гагринский район снабжали именно они. Как только они были задержаны, наркотики перестали продаваться. Да, естественно, будут появляться новые. Мы будем с ними бороться по мере своей возможности. Не хватает технического обеспечения, но после подписания данного соглашения мы надеемся, что мы будем укомплектованы на должном уровне.